Сегодня, 5 мая, исполняется ровно 200 лет со дня рождения философа и мыслителя, теоретика и непримиримого критика капитализма Карла Маркса. Это «Параллели». Здравствуйте! В советские годы студенты любого советского вуза обязаны были штудировать классические произведения немецкого философа. От манифеста коммунистической партии до монументальных томов «Капитала». Впрочем, мало кто даже тогда постигал красоту идеальной до простоты формулы Карла Маркса «деньги, товар, деньги», которая, в принципе, остается актуальной и по сей день, ввиду возведения в ранг абсолюта частной собственности. О спекуляциях на финансовых рынках, когда товаром становятся деньги, он тоже говорил, отмечая, что они порабощают реальный сектор. Но это характерно для развитых капиталистических стран, где иногда лопаются различные экономические пузыри. В случае с Кыргызстаном все обстоит иначе, где реальность поражает своей чудовищной иронией и топорной простотой. Частная собственность нынешних местных нуворышей была сколочена из остатков общего социалистического материального блага. Именно на этом рубеже очередной смены общественно-экономических формаций нивелировалось до неузнаваемости главное противоречие между производственными отношениями и производственными силами. В том смысле, что социалистические отношения были разрушены, а материальные производственные силы за бесценок приватизированы бывшими партийными апологетами коммунизма. А живые производственные силы или люди пошли торговать на Дордой. Материальные производственные отношения без живой силы – это груда металла в простаивающих производственных помещениях и сосредоточенная в руках избранных. Как следствие, производственные помещения сдаются в аренду, а груда металла естественным образом идет на металлолом. Вырученные деньги скапливаются на счету нового владельца частной собственности, которыми он вправе свободно распоряжаться. Логика простая. На эти деньги проще купить любой торговый объект, от коммерческого ларька до огромного супермаркета. Вот вам и упрощенная схема местного капитализма. Несколько слов о коррупции. На данный момент она является основной составляющей, благоприятно сказывающейся на росте частной собственности нечистых на руку чиновников. Деньги в этом случае происходят от различных зарубежных кредитов и грантов. Процесс первичного хищнического накопления капитала, который также исследовал Карл Маркс, увы, в Кыргызстане пока не завершился. В том смысле, что эти денежные ресурсы не направляются на формирование реального сектора экономики. А ведь только в реальном секторе формула «деньги, товар, деньги» раскрывает основное противоречие между производственными силами и производственными отношениями. И только там добиваются относительно справедливого распределения прибыли, которое, кстати, и спасло мир от масштабной мировой революции. Впрочем, она, наверное, давно свершилась и зовется глобализацией. Видимо, поэтому Маркса так сильно ненавидят в Америке, но уважают в Китае. До свидания. Дональд Трампка Нобель сыйлыгын берейин деп жатышат. Саламатсызбы? Сизге эмне үчүн Нобель сыйлыгын берели деп жатышат? Менин чачым абдан өзгөчө. А бул жерде эмне тиешеси бар? Мен мектепке келгенде окуучулардын баары тентек кылганын токтотушуп, чачымды кармалап отуруп калышчу. Ошондон бери менин чачым ушундай баалуу. Мында тынчтыктын эмне тиешеси бар? Менин чачым классташтарымдын тартибин оңдобойдубу? Сиз тынчтыкты сүйгөн адамдан эмессиз го? Жакында эле Сирияны жардырдыңыз. Биз Сирияны эң тынч жардыргычтар менен жардырганбыз. Биздин жардыргычтарда тынчтык, эмгек, май деген жазуулар бар болчу.
Анан эмне ошол жазуулардан эле коопсуз болуп калабы? Жардыргычтар кандай болсо ушундай эле бойдон калды. Болгону дүйнө жүзүндөгү бардык адамдар америкалыктар тынчтыкты сүйгөн адамдар экенин түшүнүштү. Сиз сыйлык алсыңыз, анда анын акчалай каражатын кайдан жумшайсыз? Американын чач тарачтары абдан кымбат. Ошентип менин чачым андан дагы тынчтыкты көбүрөөк сүйүп калат. Ким чынындын тынчтыкты жакшы көрүп, калгандыгына дагы сиздин чачыңыз себеп болдубу? Менин чачыман Синземпин көбүрөөк таасирленди дейм. Рахмат, сизди түшүндүм.